Значит, что такое драма, я вам уже сказал, ребята. Это пьеса, которая написана для того, чтобы ее поставили на сцене. Я бы, вот у нас тут лежит вот это вот хорошее очень, замечательное очень замечательное вот это вот листовочка. Кстати сказать, это все наши преподаватели литературного института. И эта листовочка называется «Объединяющая сила русского слова». Вот, значит, когда я думаю, что мы ее раздадим потом, да? Ну, замечательно. Значит, я думаю, что объединяющая сила русского слова, вы прекрасно понимаете, ребята, что это такое. Вот. Но вот сейчас надо, наверное, говорить больше вот о бумажной книге и об ее необходимости. Вы знаете, вот в прошлом году так получилось, я несколько раз попал на Донбасс. В Мариуполь, в Луганск, в Новоайдар. Вот. И там удивительная сейчас обстановка такая, вот культурная обстановка. Там все хотят иметь книги. Потому что, ну, я думаю, что, может, вам на каких-то политинформациях, особенно нашим ребятам в форуме, что-то рассказывают. Там далеко не везде, не во всех регионах можно включать интернет. Ну, просто потому, вы понимаете почему. Вот. И поэтому бумажная книга на Донбассе является вообще, ну, просто, так сказать, спасением для людей, которые хотят читать. А люди, оказывается, хотят читать всегда. Вот. И учитывая, что перед этим лет 20 примерно их лишали этих книг на русском языке, вот у вас библиотека прекрасная, и вообще библиотеки в России наконец-то стали ну, как бы сказать, той силой, которую хотя бы той культурной силой, которую хотя бы увидело наше, так сказать, государство. Потому что долгие годы мы знаем, как существовали библиотеки и вообще все культурные организации. Они существовали очень скудно и на голодном пайке. Так вот, там при власти предыдущей, киевской, там русские библиотеки, русские книги целенаправленно уничтожались. И, естественно, в 22 году, например, когда Мариуполь был занят нашими силами, там уже в библиотеках, не только в Мариуполе, там по другим регионам, в библиотеках уже не оставалось русских книг. И вот мы возим туда книги, бумажные именно, потому что, как я уже сказал, просто зайти в интернет и найти любой текст, как мы здесь можем с вами сделать, там не получается. Но бумажная книга спасает, и она, в общем, ну, как бы сказать, не дает потерять свою культуру. Вот, и, ну, давайте я, не знаю, что я буду выступать перед молодежью, меня никто не предупредил, понимаете, я как бы рассчитывал, ну ладно, все уже взрослые люди, молодежь тоже взрослая, я буду рассказывать примерно так, как я и планирую. Значит, как я пришел к литературе вообще? Ну, во-первых, начнем с того, что я читал, любил читать, научился читать в 5 лет. Я надеюсь, что среди вас есть тоже такие люди. Вот. И я думаю, что их сейчас вообще немало, потому что сейчас родители собирают, ну, как бы сказать, стараются своих детей еще до школы научить читать, а многие школы, надо сказать, что и требуют, по-моему. В наши годы, в конце 50-х годов, значит, этого не было, таких требований, но тем не менее, тот, кто хотел читать, он учился. Я научился в 5 лет, моя первая книжка была, я ее помню,
это рассказы Льва Толстого для детей. Я думаю, что люди постарше, может быть, знают, о чем идет речь. Это удивительные толстовские истории и притчи такие, понимаете, например, там, скажем, мама купила сливы, она положила их и сказала, что до обеда никому нельзя их трогать. Но Ваня не удержался и съел сливу. Значит, когда сели обедать, папа посмотрел и сказал: но ведь слив было больше, а кто съел сливу? И все сказали: я не ел. Ну, семья, естественно, была большая, да? Не то, что у нас иногда один ребенок. Я не ел. И Ваня тоже сказал: я не ел. Значит, папа говорит: да мне не жалко слив, нам не жалко слив, но дело-то в том, что если человек съест сливу с косточкой, то он очень быстро заболеет и умрет, потому что косточки в сливе ядовитые. И Ваня сказал: а я косточку за окошко выбросил. Последняя фраза. И все засмеялись, а Ваня заплакал. Вот это вот такие вот, на таких нравоучительных, замечательных историях, значит, учились дети и во времена Толстого, и после Толстого, потому что вообще эта книжечка, рассказы Льва Толстого для детей, ее надо начинающим писателям, кстати сказать, читать, потому что это образец литературного стиля, образец русского языка. Вот. И научился я читать рано. Сейчас расскажу, как я полюбил Достоевского. Ну, во всяком случае, я не думаю, что кто-то из вас, из молодежи, от начала до конца прочитал роман «Преступление и наказание». Прочитал кто-нибудь? Да. Ну, умники, какие молодцы. Ну вот. А в каком классе проходит Ильич? 10. Мы проходили в 9. Понятно. Понятно. Вот. И мы проходили в 9 классе, и учительница Клавдия Харлампьевна очень любила меня, потому что я читал с детства, и такой был книгачей. Было такое слово раньше. Человек, который любил читать. И она придумала очень замечательный способ нас приобщить к книге. Мы проходили Достоевского, она взяла «Преступление и наказание», и она разным нашим ученикам нашего класса, она раздала по главе прочитать. А поскольку она меня любила как-то по-особенному, значит, то она дала мне главу про то, как Родион Романович Раскольников убивает старуху-процентщицу. Вот. Но поскольку пришлось убить и ее сестру Елизавету, то, в общем, значит, вот эта вся вот эта вот самая кульминационная страшная история, всю ее читал я. И когда я прочитал эту главу, я вдруг почувствовал, что Достоевский теперь с этого дня мой любимый писатель. Вы знаете, это было очень смешно, забавно, но тем не менее Достоевский так на всю жизнь и остался моим любимым писателем. И хотя я очень люблю русскую литературу, да и не только русскую, вот. И так получилось, что я никогда не собирался быть писателем, а вообще-то хотел быть певцом. Потом мое желание переменилось, и я решил, что я стану артистом драматического театра. Ну, я думаю, что так вот в юности, наверное, 90% молодых людей и девушек проходит через то, чтобы, хочется стать артистом. Вообще выступать хочется, неважно где. Вот. Так что это меня не обошло, это желание. И я, значит, уже даже поступал и поступил в театральное училище в Свердловске. И когда я его уже заканчивал, я сходил в армию, мы служили тогда 2 года, я служил в ракетных войсках. И когда вернулся и заканчивал театральное училище, я понял, что я артистом уже быть не хочу. Я уже перехотел, и мне хотелось чего-то большего.
я так подумал, что может быть режиссером. И я поступал в ВГИК, но это было очень интересное поступление. Значит, я приехал в ВГИК поступать на режиссуру. Вот сейчас это очень сложно. В наше время, по-моему, это было вообще невозможно. Но я приехал, у меня был такой замысел очень интересный. Вот такой вот. Значит, я с этим замыслом, я думаю, ну, должны оценить, и я поеду с этим замыслом и расскажу его, киношный замысел, как вот я придумал это, но должны же они понять, что у человека способности есть. И я приезжаю, значит, прихожу на первый курс, на первый тур экзаменов, прихожу туда и значит, ну, говорят, ну, какие фильмы смотрели? Этот вопрос меня поверг, так сказать, в удивление, потому что чего фильмы смотрели? Не в этом же дело. Я же изучал историю кино, помню в это время, значит, шеститомник Ежи Теплица, история мирового киноискусства, я ее наизусть просто знал. И я как-то замялся, он говорит, ну вот сейчас, профессор, он говорит, ну вот сейчас идет сериал Иосифа Герасимова. Вы смотрите его? Я говорю, нет. Что за люди идут поступать? Я говорю, да у меня замысел есть, говорю. Я сейчас вам его расскажу. Он говорит, у вас замысел? Ну ладно, вы идите, подождите, пока в коридоре, значит. Ну, наша десятка прошла. Значит, мы вышли в коридоре, ждем, вышла девочка, она сказала, там, Малягин 2, там, Иванов 2, Петрова 2, там, то-то, 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 да, ну, и назвала одну фамилию, значит, сына режиссера, знаменитого, не буду его говорить, это, значит, а он 5. Вся 9 человек двойки и 1 пятерка. Значит, он такой мальчик наивный был, очень такой, я его сейчас помню до сих пор, значит, такой совсем юный, нам лет по 25, а ему 17. Он говорит, мне 5? За что? Он говорит, так искренне удивился, мы на него посмотрели, обиженно, так сказать, вот. Надо сказать, что прошли годы, и я узнал, что он, конечно же, он был взят в ВГИК, он учился, он сын знаменитого режиссера, а потом его подсадили на наркотики, и он очень быстро умер. То есть, вот понимаете, удивительная такая жизнь, удивительное выстраивание судьбы. То, что ты сейчас что-то получаешь, это еще не значит, что это послужит тебе именно лично к твоему будущему успеху и добру. Вот. И это мне как-то, это как урок такой у меня на всю жизнь был о том, что все, что дается легко, оно, возможно, не так уж и прочно в твоей жизни. Вот. А потом я поступил в литературный институт на уже как-то так вот у меня от режиссуры уже пошло, и поступил, надо сказать, и начал учиться очень успешно. И первая же моя большая пьеса, когда я учился еще на первом курсе, она называлась НЛО, неопознанные летающие объекты. Учился я в семинаре у Виктора Сергеевича